Курс доллара опустился до 90 сомов, продажа 89. Евро до 101 сома 50 тиынов, продажа 100 сомов. Только накануне курс зеленой валюты составлял 95 сомов. В некоторых банках была приостановлена продажа американца, а курс евро вечером накануне составлял 107 сомов. Начал дешеветь и российский рубль. Национальный банк Кыргызстана на постоянной основе отслеживает ситуацию на внутреннем валютном рынке и на внешних финансовых рынках. Нацбанк призывает население не паниковать. Для стабилизации проводит интервенции. Чтобы сгладить курс сома, Нацбанк накануне продал 13 миллионов 50 тысяч долларов. Резкий скачок курса Национальный банк Кыргызстана связывает с событиями на Украине. По словам представителя главного финансового регулятора страны, наличие достаточного запаса международных резервов и проведение валютных интервенций позволит Нацбанку по возможности поддерживать стабильную ситуацию на валютном рынке республики. Вчера руководством Национального банка была проведена встреча с представителями коммерческих банков, Союза банков Кыргызстана, с представителями обменных бюро по обсуждению текущей ситуации на валютном рынке. Рынок постепенно корректируется, потому что вчера то, что имело место быть, это в большей степени было связано с психологическим фактором. Возможность Национального банка оперативно вмешаться посредством проведения валютных интервенций, а также наличие значительных ресурсов в виде международных валютных резервов позволяет сохранять стабильность на валютном рынке. Объем международных резервов Национального банка является достаточным и покрывает около 6 месяцев будущего объема импорта товаров и услуг страны. По состоянию на 22 февраля этого года международные резервы Нацбанка составили 2 миллиарда 792 миллиона долларов США. Накануне на Моссовете, где сконцентрировано наибольшее количество обменных бюро, наблюдалось оживление. Желающие купить иностранную валюту не могли это сделать из-за ее отсутствия в бюро обмена. А сегодня, несмотря на общественный резонанс, в обменных пунктах Бишкека ситуация спокойная. Нет очередей и никто не обменивает деньги. Сегодня к нам пришли немного людей, кто захотел обменять денежные средства. В основном услугой некоторые пользуются ежедневно по рабочим делам. Когда в интернете люди видят завышенный курс иностранной валюты от 94 сомов и выше, они впадают в панику. Но на самом деле ажиотажа нет. Курс доллара опустился до 90 сомов, продажа 89. А профильные эксперты экономики отмечают, что в связи с произошедшими в настоящее время событиями на Украине также могут быть затронуты валютные рынки Кыргызстана и из-за санкций со стороны США и стран Евросоюза в отношении России, потому что Россия является ключевым партнером Кыргызстана в торгово-экономической сфере. Экономист Кубанычбек Идинов говорит, что необходимо не ждать замедления ситуации, а предотвращать внешнее воздействие на валютный рынок страны с помощью золота Кумтор. А нам, членам тоже Евразийского экономического союза, нам тяжелее, поэтому они повлияют на нас. Я думаю, нам надо, нашему правительству, хорошо, что там Садыр Джапаров это забрал себе золото, значит, Кумтура. За счет этого надо сейчас принять меры, притом срочно, начиная даже с 1 марта. Если не с 1 марта, то с 8 марта повысить заработные платы, значит, учителям, врачам, всем другим бюджетникам. Или надо решить это с Америкой раз и навсегда. Раз они тянут тогда, раздолбать, ввести, значит, китайские, может быть, эти деньги сюда, тогда мировой оборот срочно надо ввести. Ввести российский рубль, значит, ввести в оборот. Я не знаю, вот так сделать, чтобы, потому что он не диктовал по всему миру со своими, как говорится, долларами. С 2016 года курс стабильно держался на уровне 69 сомов за доллар. Самый большой скачок американской валюты наблюдался в апреле 2020 года. Тогда он вырос почти на 10 сомов. В марте 2020 года доллар подорожал на 3 сома, а в апреле официальный курс установили на отметке 85 сомов. Причиной этому стало падение на треть мировых цен на нефть. С тех пор стоимость доллара оставалась в пределах этого значения. Рашид Алиев, Тураран Нарбеков, Пирамида.